Родственникам задержанных блогеров Далере Эмомали и Абдулло Гурбати отказано в свидании с ними. В России снизилось количество мигрантов. Жертвами землетрясения в Афганистане стало уже 1500 человек, и 2000 пострадали. Иран может стать транспортным хабом для импортных товаров из третьих стран в Россию. С момента задержания таджикских блогеров Далере Эмомали и Абдулло Гурбати прошло больше недели, однако власти Таджикистана до сих пор не разрешили родным и близким встретиться с ними. Близкие Далере Эмомали и Абдулло Гурбати каждый день приходят к зданию СИЗО в надежде увидеться с ними. Власти ситуацию с задержанными блогерами не комментируют, юристы считают отказ родным задержанных свидания нарушением закона. Далере Эмомали и Абдулло Гурбати были задержаны 15 июня прокуратурой столичного района Шох-Мансур. Количество мигрантов-строителей в России снизилось до 500 тысяч человек, что составляет четверть от показателей конца 2020 года. Об этом РИА «Недвижимость» сообщил президент Национального объединения строителей Антон Глушков. По его словам, на конец 2020 года по официальной статистике на стройках работали 800 тысяч мигрантов. По оценкам экспертов, около 2 миллионов. Сегодня официальной статистики практически нет, потому что все они заезжают к нам как туристы. Оценочно в стройке сегодня примерно 500 тысяч мигрантов, то есть четверть от того объема, который был раньше, сказал Глушков. Он отметил, что наибольший дефицит рабочих мигрантов сегодня испытывают российские регионы, так как Москва, Санкт-Петербург и еще пара крупных городов оттягивают на себя весь существующий поток за счет более высоких зарплат. По словам Глушкова, мигранты традиционно занимались отделочными работами. Сегодня замещение этой ниши российскими специалистами практически не происходит, из-за чего в стране сократилось предложение жилья с готовой отделкой, отметил он. В результате землетрясения в Афганистане погибло почти 1500 человек, 2000 человек пострадали. Об этом сообщил телеканал Аль-Джазира со ссылкой на представителя движения «Талибан». Ранее сообщалось о 1000 погибших и 1500 пострадавших. Землетрясение произошло ночью 22 апреля в провинциях Пактика, Хост, Лагман, Газни, Лагар и Кабул. Местные власти оценивали магнитуду подземных толчков в 6,1 балла. По данным Геологической службы США, землетрясение было как минимум 2, магнитуды 5,9 и 4,5. Разрушено несколько сотен домов, только в провинции Хост было разрушено 600 домов. Руководство Талибана одобрило выделение $1 миллиона $100 000 на помощь пострадавшим. Эмир Афганистана и глава Талибана Хайбатулла Ахунзада попросил международное сообщество, а также благотворительные и гуманитарные организации помочь населению Афганистана в связи с этой трагедией. Исламская республика Иран может стать транспортным хабом для импортных товаров из третьих стран в Россию, а также экспорта российского зерна и подсолнечного масла. Об этом ТАСС сообщил посол Ирана в России Казим Джалали, находящийся с визитом в Дагестане. По его словам, транспортировка осуществляется по коридору север-юг, который имеет автомобильное, железнодорожное, а также комбинированное с морским сообщением. Как отметил посол, для развития железнодорожного пути прорабатывается вопрос строительства участка Реж-Астара, в котором предполагается участие России.